Невозможно. Мой микрофон включен.
Почему? Где что? Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Здравствуйте, да, слышно. Добрый день, уважаемые коллеги. Асель Амангельдиновна просит свои извинения. Они выехали по школам города, и она просила начинать без нее. Поэтому давайте приступим к работе. Времени уже 15 минут прошло. Итак, в рамках диалоговой площадки Ашик Алан мы продолжаем говорить о функциональной грамотности. Сегодня мы еще раз с вами проговорим понятие функциональной грамотности, познакомимся ее с составными. Много на это времени не будем уделять, потому что вам всем это знакомо уже на первых вебинарах коллеги мои говорили об этом, и поработаем в основном по разбору заданий, по составлению заданий. Так как у нас диалоговая площадка, я прошу вас быть активными в работе, принимать участие в построении тех или иных вопросов. Итак, приступаем, коллеги. Проведенный анализ результатов по развитию функциональной грамотности позволяет нам сегодня говорить о недостаточном владении межпредметными навыками. Не отработаны навыки выполнения практикоориентированных заданий, неумение работать в нестандартных ситуациях. И как ни прискорбно говорить, это неумение учащихся читать и анализировать текст, понимать прочитанный текст. И, конечно же, немаловажное место занимает недостаточное владение учащимися фактическими материалами, так как фактические материалы, они практикоориентированы. Конечно же, это недоработки в первую очередь родителей, учащихся. Но я думаю, вы, коллеги, согласитесь, что и наша вина с вами в этом тоже есть. Какие же приемы нужно использовать для улучшения ситуации, какие приемы мы уже используем на своих уроках. О чем мы будем говорить сегодня? О том, что мы понимаем под понятием естественно-научная грамотность. Пожалуйста, коллеги, кто может высказать свое мнение, что вы понимаете под понятием естественно-научная грамотность? Коллеги, давайте будем активнее и быстро закончим нашу работу. Но я буду просто называть сейчас вас, как вы подписаны в чате, так и буду называть вас по фамилии, или там школа у вас написана, или что-то. Гульнара Накиева, пожалуйста. Как вы понимаете, естественно, научная грамотность? Коллеги? Здравствуйте. Можно я скажу? Можно, конечно. Естественно-научная грамотность – это прежде всего человек, извините, ребенок, который должен научно объяснять далее явления какие-то, оценивать, далее интерпретировать данные, проводить доказательства. Хорошо. Так, хорошо, Жанна, спасибо вам большое. Хорошо, коллеги, еще Лена, кто желает высказаться? добрый день, это Айна. Я считаю, думаю, что это естественная грамотность, это связано с естественными науками, его готовность, именно заинтересованность вот именно в наших естественных науках, естественно-научных идеях. Так, хорошо, Айна, спасибо вам большое. А, коллеги, как мы понимаем, функциональная тогда грамотность, в чем отличие функциональной грамотности и, естественно, научной грамотности? Мы уже много раз говорили об этих отличиях с вами. И вы, конечно же, их знаете.
Коллеги? Я думаю, это вступать, ну, чисто как определение идет, в связь со внешней средой. Функциональная грамотность закладывается еще с уроков начальных классов, где, Так. то есть ученик должен быстро адаптироваться и функционировать вот в этой вот среде. Хорошо, Я думаю, Жанна, что спасибо. функциональная грамотность – это набор умений и навыков, который обеспечивает человеку полноценное участие в жизни общества. Так, хорошо, коллеги, спасибо всем большое за ответы. Давайте обратим внимание на слайд. Естественно, научная грамотность – это способность человека занимать активную позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться, естественно, научными идеями. А функциональная грамотность – это способность использования знания, умения, способов в действии при решении широкого круга задач, обнаруживать себя за пределами учебных ситуаций в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения и способы их приобретения. Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые, функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальные отношения. Учащиеся должны научиться быть независимыми в своем понимании, суждении, выборе и определении, не подражая, не сравнивая себя и свои действия с другими. Необходимо развивать и совершенствовать уровень мышления до независимого, научиться принимать решения и не следовать стереотипам. О чем будем мы говорить? Что же мы понимаем под естественно-научной грамотностью? Мы видим, что естественно-научная грамотность с точки зрения делится на три основные области. Это живые системы, физические системы, Земля и космос. С чем же это связано? Есть несколько не совсем верных точек зрения. К сожалению, было сделано так, что практически все области функциональной грамотности мы с вами растащили, так скажем, по своим предметам. А это уже заранее неправильно. Почему? Потому что задания международного исследования и задания функциональной грамотности – это в первую очередь межпредметные задания. Значит, и нельзя их разделять. Нужно говорить и решать проблемы, которые ставят перед собой данные задания совместно. Потому что нет у нас отдельно физических каких-то явлений, которые изучаются только на физике, или химических, которые изучаются только на физике, или биологических, которые изучаются только на биологии. Все живые системы – это одно единое целое. Земля и космические системы также очень важная и сложная система. Здесь не только география и астрономия, но также физика и другие науки. Есть очень много таких вопросов, которые касаются всех естественных предметов. Как же на это смотрит ПИСА? Все задания носят межпредметный характер, поэтому возникает проблема, возникает сложность, как это делать на уроке. Но такие задания мы с вами сегодня тоже чуть позже посмотрим и разберем. Итак, чего же мы сегодня с вами должны достичь? С точки зрения естественно-научной грамотности, что же должен уметь современный ученик? Ученик у нас должен уметь объяснять, исследовать, анализировать, делать выводы и предлагать альтернативные варианты. Вот сегодня мы с вами об этом и будем говорить. Будем говорить о том, как конструировать задания на естественно-научную грамотность. Во-первых, в отличие от классических наших заданий, которые мы используем ежедневно на уроке, заданий, которые нам предлагают наши учебники, задания, которые мы встречаем при подготовке наших учащихся
к экзаменам. Здесь все достаточно синтезировано, то есть обязательно должно быть наличие содержания в заданиях ПИСа, то есть содержание контекста. Часто бывает это содержание контекста далеко от самих вопросов и может выходить за рамки учебной программы. Содержать может различные схемы, таблицы, рисунки. Рассмотрим 3 вида компетенций, которые мы должны с вами обладать наши дети. Это умение давать научное объяснение, применять естественно-научные методы исследования, интерпретировать данные и делать выводы. Мы с вами знаем, что основные компоненты международного исследования – это читательская, математическая и научная естественно-научная грамотность. И дополнительные компетенции, это в этом году, кроме того, что проверяется математическая грамотность, дополнительная компетенция, креативное мышление. И в последующем, когда уже в 2025 году будет наша с вами, коллеги, именно естественно-научная грамотность проверяться, то будут проверяться глобальные компетенции, которые вынесены на 2025 год. Посмотрите, вот в этой схемочке я вам хотела бы показать, что вот в этом году, в 2022 году у нас математическая грамотность, креативное мышление, это в основном у нас принимают участие наши восьмиклассники, ну, там плюс-минус 9 класс. У нас, вот, например, есть девочка даже 1 10 класса, вот по возрасту 15-летняя. А вот в 2025 году, когда уже будет проверяться естественно-научная грамотность, вот эти наши сегодняшние пятиклассники, они как раз выпадают на нашу естественно-научную грамотность. Поэтому нам сейчас вот на наших пятиклашек нужно обратить внимание, сделать упор на развитие именно функциональной грамотности, чтобы приготовить их не только в нашем направлении, но и в новых направлениях. Какие основные проблемы в подготовке наших школьников выявляет исследование ПИЗа? Чаще всего это дефицит просто знаний. Мы говорим, что без базовых знаний очень трудно развить функциональную грамотность. Но, коллеги, я думаю, вы согласитесь, что не всегда учащиеся, которые имеют сильные базовые знания, они могут показать хорошие функциональные знания. Формулировка вопросов, обосновывать доказательства, использовать простейшие приемы исследования. Конечно же, сотрудничество. Всему этому нужно учить сегодняшних школьников, чтобы завтра они были готовы к жизни в современном обществе. Особенности заданий для оценки функциональной грамотности. Задачи, которые мы ставим вне предметной области, уже я вам проговаривала об этом. В каждом из заданий описывается жизненная ситуация, которая близка к понятию учащимся. Основная наша с вами задача – это научить наших учеников читать задания, примеряя их на себя, то есть как бы они именно поступили в той или иной ситуации. Помните о том, чтобы школьники отходили от стереотипов, так сказала мама или так я уже делал, при этом не опираясь на материал или контекст, предлагаемый контекст. Посмотрите, пожалуйста, естественно-научная грамотность, она включает в себя следующие разделы. Какие разделы и какой процент разделов отводится на задания функциональной грамотности? Вот живые системы, 40% заданий в ПИЗа отводятся на живые системы. Физические системы 33% заданий включают. Земля и космические системы 27% заданий. Это мы рассматриваем на таких предметах, как астрономия, биология, физика, физическая география, химия и экология. И вот давайте, коллеги, теперь мы приступим с вами к практическому разбору заданий на функциональную грамотность. Вот здесь бы я вас просила активно поработать по выполнению данных заданий, потому что я не могу сказать, что данные задания в идеале, возможно, где-то ваши поправки, ваши замечания, ваши комментарии, которые мы
в дальнейшем можем использовать в своей работе. Пример заданий на диагностику естественно-научной и функциональной грамотности учащихся 5 классов. В аквариуме обитают различные представители растительного и животного мира, а также мира бактерий. Постройте пищевую цепь из перечисленных объектов одноклеточных животных, простейшие. Мальки рыбок, бактерии, органические останки, и впишите название организмов в нужные окошечки. Объясните, для чего в аквариуме нужны растения, и запишите свой ответ в рамочку. Так, коллеги, пожалуйста, кто может прокомментировать данное задание с точки зрения ученика? Смотрите глазами ученика на данное задание. Какие бы барьеры, какие бы риски у вас возникли при выполнении данного задания? Коллеги? Коллеги, у нас ограниченное время, у нас дальше есть ряд интересных заданий, которые я хотела с вами именно обсудить. Не просто вам их показать, а обсудить с вами. Хотела бы убедиться, что я правильно понимаю данные задания, правильно предлагаю разбор своим учащимся. Давайте быстренько вот это легкое задание, как бы мы и что бы здесь расставили. Ну, давайте я попробую. Первое. Хорошо. Органический, я так правильно поняла вас, что это детритная пищевая цепь? Да, ну вот задание, вы же видите, оно перед Тогда вами. начинаем с органических остатков, затем бактерии, потом одноклеточные животные, последние здесь мальки и гуппи. Представьтесь, пожалуйста, чтобы я знала, как вам обращаться. Кокосова Ольга Фатиховна, первая гимназия. Оля, скажите, пожалуйста, вот какие трудности у ваших учеников возникнут при выполнении данного задания? Ну, во-первых, как мы уже, вот вы говорили, базовые знания, да, должны быть. Они должны понимать, что есть, соответственно, детритные цепи, есть пастбищные цепи, то есть без этого никуда. Это начало изучения 7 класс. То есть не все понимают, такое-то в СОРе тоже такое задание такого типа есть, но вот они почему-то путаются. То есть не все понимают, например, здесь вот вопрос дальше идет, объясните, для чего в аквариуме нужны растения. Ну, растения – это, соответственно, производство органического вещества, то есть это продуценты в пищевых цепях. Но вот в данной конкретной цепи я растений не вижу. Единственное, что после отмирания они становятся органическими остатками, наверное, так? Хорошо. Ну, Оля, а как вы думаете, можно как-то дополнить, расширить или изменить данное задание? Как бы вот с вашей точки вы сделали? Так, ну, если, допустим, поставить продуцентов, то тогда здесь дополнить организмами необходимо, да? Да. То есть, получается, что у нас бактерии будут редуцентами, они, соответственно, разложат до органических остатков, и нужны продуценты начала. То есть мальки гуппи, они могут частями растений питаться или нет? Это же речь идет об аквариуме, об искусственной системе. Хорошо, хорошо. Оля, спасибо вам большое за такой ответ. Коллеги, я вам предложить хотела бы характеристику данного задания. Содержательная область – это содержательное знание живых систем, как уже Ольга нам проговорила, компетентность, область, научное объяснение явлений, контекст глобальный, уровень сложности средний. Действительно, вот Оля нам и отметила об этом. Коллеги, мы знаем, что наши школьники уже находятся на 1, 2, 3 уровне, и наша с вами задача вывести их на более высокий уровень. Поэтому берем уже задание среднего или высокого уровня. Форма ответа – развернутый ответ, и объект оценки вспомните применить соответствующие естественно-научные знания для объяснения явлений. Система оценивания 2 балла, если говорится, что растениям
нужны для получения выработки кислорода за счет фотосинтеза. И 1 балл, если дают какие-то другие, но близкие к правильному ответу задания. Коллеги, я хотела бы ваше внимание акцентировать на оформление наших заданий. Ну, чаще всего, да, мы их вот так оформляем, наши задания, нам это сделать проще, быстрее и так далее. Но предлагается вот такое оформление заданий, потому что задания международного исследования, они имеют вот такую как бы форму, с правой стороны идет контекст, рисунки, схемы, табличные материалы, а с левой стороны идут задания и рамочки для ответов, где они будут выполнять, чтобы наши учащиеся уже зрительно воспринимали вот такую, так скажем, оболочку, по которой они будут работать. Вот такое задание про ветку ивы, быстренько пробежали глазами по заданию, оно вам тоже знакомое. Скажите, как бы мы в данном случае не выполнение прошу задания, а дополните вопросы задания. Я предлагаю 2 вопроса к данному заданию. Какой 3-й вопрос бы вы к данному заданию могли предложить? Коллеги, пожалуйста. Ну, кстати, вот одна из проблем – это то, что сложно читать вообще текст с компьютера. То есть дети печатный-то текст не всегда в учебнике понимают, а вот еще в компьютерном варианте это сложнее гораздо. И поэтому очень так с их, вот, как сказать, навыками чтения сейчас современными сложно читать. Да, согласна с вами, коллеги. Да, вот это и будет большим минусом, поэтому нам рекомендуют вот делать именно так и делать на компьютере, чтобы дети привыкали, так скажем, каких-то проблем у них не возникало при работе с компьютером. Что-то мы можем здесь предложить в задании еще по данному контексту? Коллеги, что-то можем предложить? Так, ну я думаю, что достаточно будет показать, как вы вместе с Аман ответили на вопрос, за счет чего увеличилась масса растения за 5 лет и для чего ученые накрыл почву в горшочке. Следующее задание, которое я вам предлагаю, это влияние влажности воздуха на жизнь человека. Прочитайте задание, выберите правильный ответ и посмотрите на систему оценивания. 1 минута. Пожалуйста, желающих жду. Так, коллеги, пожалуйста. Сколько здесь будет верных ответов? Сейчас, секунду. Коллеги? Ну, наверное, 2 все же, вот, по крайней мере, я их вижу, да. Так, хорошо. Возможные 2. Возможно, и так, хорошо. Посмотрите, система оценивания, я это взяла задание с международного исследования, сборника. А система оценивания, вот я вас хотела на это акцентировать внимание, система оценивания, посмотрите, предлагает нам 3 балла. Содержание критериев: выбран 1 правильный ответ, выбран 2 верный ответ, выбран 3 верный ответ. Как мы нацелим наших школьников на вот такие задания, которые, вы знаете, как у нас как в ЕНТ, так и в международном исследовании ПИСА тоже есть своеобразные острова, то есть проблемы, неверности и так далее. Как детям быть в данном случае?
Ну, дети же не видят вот эту систему оценивания. Это мы видим, как учителя, и можем прочитать, допустим, потом в анализе, да? То есть у них Хорошо. вот этой таблицы нет, и они будут по содержанию оценивать. То есть они выберут всего 2 верных ответа, как предлагается в данном задании. Как предлагается в данном задании. Пусть Ну коллеги и вот, подскажут, какие правильные. так, коллеги, пожалуйста. Ну вот что вы выбрали? Какие верные 2 ответа вы выбрали? Ну, я бы вот выбрала А и Б, а дальше вот, ну, не видится мне правильных ответов. Ну, здесь Ну еще вот. будет С, третье. Мгм. Но я думаю, что ребенок может выбрать 3 правильных ответа, потому что здесь же идет о функциональной грамотности, об использовании знаний, навыков, полученных не только на занятиях, но и в жизни. Поэтому, мне кажется, Мгм. ребенок сможет выбрать 3 правильных ответа. Размещение в комнате открытого аквариума, частое опрыскивание комнатных растений и проветривание помещения. Об этом мы им часто говорим, что помещение нужно проветривать. Вот Нет, я бы ну, тоже я в первую... Мгм, коллеги, слушаю. согласна, вот, но проветривание помещения, как оно нам увеличит влажность, вот это не совсем понятно. Мгм. Ну вот Я думаю, действительно... Д, вот приготовление пищи на плите без использования вытяжки, испарение же идет. Там же написано влажность, чтобы увеличилось повышение. Причина Да, вот такая. здесь Д, без использования вытяжки, Да, да, без использования увеличивается вытяжки, да, влажность да, будет, да, да. да, да. Вот даже Если воду не кипятишь, она проветривать. может испаряться, да. Я вот Мгм. думаю об ЭД. Вопрос спорный, потому что если идет речь об обжаривании пищи или приготовлении в духовке, то тогда здесь влажность, конечно, не повысится. Мгм, мгм. Хорошо, коллеги, хорошо. Вот мы с вами обсудили один еще из подводных, так скажем, камней, которые встречаются в наших заданиях. Так, ну давайте начнем. Следующее задание, у нас 2 минутки с вами осталось. Через 2 минутки у нас отключится Zoom, и вновь по этой же ссылочке заходим. Вот так нам запланировали конференции по 30 минут, поэтому переключимся еще на одну 30-минутку. Я думаю, уже потом мы с вами уложимся. Ну, давайте, пока не отключили нас 2 минутки, мы хотя бы успеем посмотреть задание. Давайте его прочитайте самостоятельно. Я не буду вам читать, потом скажу, с какой целью я вам предлагаю просто прочитать задание и варианты ответа. Порассуждайте. Как вы приходите к правильному выводу? Глазами детей. Здесь 4-й уровень, средний, так как дается информация, которой нет в школьной программе. И ученики им самим необходимо подумать, вот где находится именно эта прямая мышца глаза. Наверное, представить ее нужно по отношению с другими мышцами, как она будет себя тело вести. Вспомнить нужно, как контролируется деятельность этой мышцы, и выбрать ответ. Компетенция естественно-научной грамотности и умение использовать имеющиеся данные для анализа информации и получения выводов. Коллеги, у нас осталось меньше 1 минуты. Давайте будем все выходить и заходить вновь по данной ссылке. Все, выходим, встречаемся в новой ссылке.